эфире. Ассаламу алейкум. Друзья, приветствую всех. Аят Машвовер. Маша Вудан. А, Приветствую тоже всех наших слушателей. Я надеюсь, вам интересно всем послушать наше мнение, может быть, кавказцев всех и чеченцев, что происходит в мире, что происходит и какие планы. Сегодня время 19 часов 15 минут, 28 февраля 2026 года. Время брюссельское 19:15, соответственно, 21:15 по городу Джахару. Наш сегодняшний стрим на платформе открытого диалога, 202-й стрим, информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, называется «Операция «Эпическая ярость» в Иране и фактор Чеченской Республики Ичкерия». Об этом и многом другом мы поговорим, друзья, на канале YouTube Reality и на канале в TikTok, а также на официальной странице Президиума правительства ЧРИ в Telegram. Заходите, принимайте участие. Началась война, события очень интересные, грандиозные. И давайте это и многое другое обсудим. Как обычно, передаю слово Аяду Идигову. Аяд, вам слово. Еще раз добрый вечер. Ситуация, конечно, уже многие слышали об этом. Иран сегодня находится как бы в обороне. Вокруг Ирана собрались военные, так сказать, войска и бьют. Первым ударил Израиль по Ирану, потом, значит, включился Вашингтон. Война началась, в принципе, началась война. Ответка идет со стороны Ирана по разным местам. Они бьют и по Израилю, и по другим там друзьям арабского мира по единому там фронту. Это с Америкой, которые дружат. Что происходит? Почему это вот так вот разворачивается ситуация? Если по большому счету судить, мне кажется, что здесь ситуация не столь напряженная была. Иран никуда бы не делся, а вот Украина, которая сегодня страдает, а вот люди, которые там умирают, а вот то, что Россия готовится и дальше идти по всем регионам, скажем, бывшего Советского Союза, это важный вопрос. Это как бы, значит, идет в тень. С моей точки зрения, своей точки зрения. Но то, что происходит сейчас в Иране, бьют, это может быть затяжная война. Потому что иранцы, это около 100 миллионов населения, и руководство там, это аятоллы, это муллы, и население, в принципе, тоже такое, по большому счету. И для того, чтобы это население стало так, в какой-то степени свободным, необходимо, видимо, не военным путем это делать, а нужно как-то вот иначе сейчас начинать в этот период, когда вот эта ситуация с Украиной не решается в пользу Украины и в пользу демократических государств и в пользу, скажем, Европы. Вот что происходит. И здесь, как нам известно, здесь и Китай подключается, вооружает Иран. Здесь и Россия делает протесты. То есть вот такая ситуация. Все в пользу того, чтобы сегодня вот Украина не могла выиграть эту схватку. Правильно ли это или неправильно, время покажет. Но с моей точки зрения кажется, что ситуация может быть так развернуться на долгое время, очень длинное, и это может в этом регионе может начаться так называемая это Третья мировая война. Вот до такого, мол, подвели ситуацию. Почему Трамп вот так усиленно вот там бьется за это? В чем дело?
внутренние проблемы в Америке его, или вот это Эпштейнское дело, или еще какие-то там пожелания захватить другие территории. Что такое? Или скрыть какие-то проблемы, которые могут быть вот перед выборами Конгресса. Все это как-то потом образуется, все это мы увидим через некоторое время. Но, похоже, если здесь все же Трамп достигнет успеха и сменит режим, то он, значит, прикроет все эти другие разговоры, которые про него пытаются вот вести. Пока что это все есть борьба демократов против, скажем, консерваторов и Трампа. И мы видим, что какие-то неподвижные или тайные силы действуют против Трампа. Трамп сам открыто вот ведет вот эту политику, которая порой нам неизвестна, чем она закончится, чего добивается он. Но в любом случае мы видим, что ситуация, та, которая должна как бы была решиться, в отношении Украины и России, и которая потом дала бы возможность остальным государствам, в том числе и европейским странам, вздохнуть от этого диктатора. На это меньше обращается внимание, и вопрос как бы переключается на удары по Ирану. Ну, я так думаю, ну и что, если они сделают там бомбу, допустим, одну или две или три? Ну, это можно решить, это можно было иначе как-то на них давить. Но почему-то вот тот вопрос, который сейчас им бомбу даст, если надо, им и Россия даст атомную бомбу, и Китай Конечно. свободно. Здесь вопрос не в том, а в том, что надо было бы сейчас как-то дело не вести к этой глобальной войне. Вот что я могу сказать по этой ситуации. Многие вот, скажем, блогеры, многие политики по всему вот миру, можно сказать, все высказывают свое мнение так или иначе. Но вот критика примерно вот такая. Есть такие, которые а, эту критику ведут таким образом, вот что вот там вот этот мусульманский мир, эти, мол, шариаты и все такое, все нагнетают, как будто бы это война против ислама, то есть как будто война цивилизаций. Да-да. Некоторые блогеры не преминуют и говорить, что вот, мол, там они не могут, Европа вообще ничего не хочет ничего делать, она сейчас погрязла в этом исламском мире, и теперь там новые это граждане, которые им во время Рамадана ничего не дают делать. И несколько таких людей выступлений я слышал. Но хотел сказать им, что люди, которые находятся здесь в Европе, они в большей степени ассимилируются, насколько я знаю, особенно молодежь, нежели вот они попадают под эту вот странную такую вот, странное обвинение, в которое их адрес идет. Да, пожилое население, оно так, а молодежь здесь практически, вот я здесь живу и знаю, что многие из них, они ассимилируются и становятся в целом европейцами, по большому счету. Другое дело, что, может быть, у них не такая кожа, не такие глаза синие, может быть, не то, это не обязательно. Много и американцев, почти половина населения не такое. Поэтому и здесь вот эти вот националистические, шовинистические и скажем, конфессиональные вот эти разговоры вбрасываются, которые не приведут к пользу дела. Кому это нужно, я не понимаю. Эти люди, которые это говорят, должны были бы понять, к чему это ведет. Потому что не одни здесь пупки земли, не они. Есть и другие люди, которые это видят, есть и люди, которые понимают, что происходит, которые хотят мира, будь они мусульмане, будь они христиане, людей. Есть люди, которые прекрасно все это понимают и сегодня готовы значит, приложить все усилия, которые возможны для того, чтобы остановить этого агрессора, и главным образом это зачинщик этой войны, зачинщик всего этого.
является Кремль, является империя российская. Вот что происходит вот, сегодня с утра, где-то в 6 часов утра Израиль первый нанес. Конечно, Израиль не нанес бы удар по Ирану, если бы за ней не стояла армия Соединенных Штатов Америки. В то же время надо сказать, что и сам Иран, в котором управляют эти фанатики, грубо сказать, аятоллы, которые практически диктуют населению свою волю и держат их под пятой. Это тоже вариант такой, который, наверное, для иранского народа неприемлем. Но здесь нужно смотреть, что более, значит, безопаснее и что более, скажем, было бы полезно для того, чтобы в этом мире не возникла эта война. Может, война мировая, о которой говорят, все они говорят об этом, возможно. И здесь вот этот очаг, который вот, скажем, ближневосточный очаг, если взорвется, это совсем не желают, допустим, ближайшие страны. Скажем, та же Турция, тот же Азербайджан, Армения, Кавказ тот же. То есть это как-то может повлиять и на их судьбу. Поэтому, исходя из этого, я говорю, и говорю, потому что думаю, что они тоже об этом опасаются. Но если все же придет немедленная, так сказать, реакция, и придет ситуация, придет к тому, что сменится там режим, то там, наверное, появятся новые власти, может быть, даже сам Иран, вот говорят, может разделиться. Там часть Ирана, почти 30 миллионов человек, это азербайджанцы, то есть фактически Азербайджан. И в конечном итоге может и эта территория отойти, стать отдельным государством. Вот такие вот предположения сегодня строят политики в этом мире. И в то же время опасность того, что произойдет такой глобальный там взрыв и длительный период. Вот это опасность есть. И тогда для Трампа это, конечно, опасно. Опасно, потому что в ноябре будут выборы в Конгресс, и тогда, если Конгресс выиграют демократы, то здесь, конечно, уже он может под контроль полностью попасть этой власти демократов, и он будет где-то вот здесь в какой-то степени такой активный, я что хочу сказать. Ну и если же нет, тогда у него какая-то вот появится еще больше уверенность, и мы сейчас за этим будем наблюдать, посмотрим, что будет. Аслан? Баркалла. Аят. А вы считаете, вот, не будет сухопутной операции Соединенных Штатов, союзников на территории Ирана? Но чтобы сухопутная операция была, там вокруг ближайшей ни одной страны нету ж, правильно? Она как-то изолирована через Ирак там и другие страны надо проходить, да, чтобы это было. А Мгм. с другой стороны Китай, с другой стороны, скажем, Закавказье, Россия, тоже туда сухопутно ничто не пойдет, с моей точки зрения. Но это, видимо, рассчитывает на то, что после этих ударов они уже призывают, прямо призывают Трампа, он выступил сегодня или вчера утром, как там по времени, я не знаю, это было у них, и он призвал население: берите власть в свои руки. Прямо он призывал, что это надо режим менять. И вот этот Пехлеви, бывший сын, то есть бывшего короля, значит, наследник, тоже пытается где-то что-то там говорить, и население там его не приемлет. Вот такой разговор идет. Военная операция наземная. Чтобы сделать это будет более, как говорится, больше расходов, больше, значит, длительно, скажем, операций. И сами эти иранцы, они, конечно, будут защищаться, насколько я понимаю.
Потому что если они войдут и будут бить, то здесь их и поднимается дух, у этого народа, потому что они будут не приемлют, потому что сверху им насаждает. Им должны были как-то помочь. Вот я, к примеру, здесь и говорилось, когда иранцы вышли и говорили, что мы против Аталы, они бастовали, шли и все. Почему тогда они ударили? Вот тогда именно. А сейчас, когда прошло столько времени, как бы все успокоилось, они сейчас решили ударить. Почему? Вот если бы они хотели заменить власть там, и Мгм. когда весь народ поднялся и против всего этого режима кричал, орал, ну, извините меня, орал, кричал, ну, бастовал, все это. Все говорили: "Давайте, мы ждем вас". Не было никакой реакции. Сейчас, когда народ успокоился, и когда они увидели, что когда им нужно было, они не пришли на помощь народу, то Мгм. народ сегодня там практически как в любой там, как в России и других странах, там жесткий же режим, он может всех там этих инициаторов, кто там был, всех уже попересажать же, правильно? Поэтому здесь вот такая вот ситуация, которая, мне кажется, непредсказуема. Так я скажу сам. Мгм. Баркалай, Дересхур. Аят, перед тем, как начать вот свою операцию, НАТО применила хитрость. Они сперва сказали, что вот мы начинаем операцию. Несколько дней назад это было. И иранцы все приготовились, расчехлили оружие, ждали удара секунду, вот с минуты на минуту. И таким образом американцы просто выявили все точки их нахождения и отложили операцию, и вот сейчас ее нанесли. Ну, очень интересное совпадение произошло, например, с Пакистаном и с Афганистаном. Ну, вроде два братских, там, мусульманских или просто очень, скажем так, этнически близких и по языку, и многим параметрам народа, начали друг друга с ожесточенной яростью убивать. Это как-нибудь может быть связано с тем, что сейчас происходит в Иране? Ну, Пакистан же друг этих, скажем, Мгм. Америки. Они друзья же, так, я так, насколько понимаю, так? И вот это как раз таки может быть тоже в пользу этой операции. Но я говорю о том, что, непонятно, то есть эта война, она ж тоже не связана совершенно с, Ираном. У них какие-то свои там противоречия, снова какие-то скандалы, хотя ты говоришь, они действительно очень одной веры люди, близкие люди воюют между собой. Да, во всем исламском мире практически такое тоже было. Мы видим то Много там. раз. Да. Ну, здесь подсказать сейчас нельзя, но, по крайней мере, это в пользу той операции, которую сегодня проводит, Вашингтон и Израиль, и в пользу того, что там может расшириться конфликт на всю, так сказать, ближневосточную часть нашего мира. Тем Мгм. более, что и Китай там, и Россия там как-то по своим каналам помогает, старается, заявления делает. Это видно Мгм. все. Аслан? Нам постоянно рассказывают, что Россия представляет ядерную угрозу, что она такая очень опасная, что надо с ней договариваться. Клинтон, когда Советский Союз разваливался, тоже приезжал с Ельциным договариваться, несмотря на то, что во время его визита был убит президент Европейской демократической страны Джохар Дудаев, например, и он промолчал трусливо, скажем так. Оказывается, было за что. Вот сейчас, когда говорят, Россия развалится, разрастется это ядерное оружие, расползется это ядерное оружие, это большая угроза. Также говорят, что если это ядерное оружие, как вы сказали, там одна-две боеголовки будут. Сейчас они говорят несколько месяцев, уже там будет набран, там, обогащен уран, и что уже они готовы там, создать ядерное оружие и так далее, и так далее. Почему главный враг Соединенных Штатов и Запада, Советский Союз и Россия, имеет тысячи атомных бомб, с ними разговаривают, с ними договариваются, а другие
вроде бы не такие страшные и опасные, и не совершавшие уничтожение целых народов, хотя Иран, конечно, грозится уничтожить целый народ, целое государство. Почему вот такая вот пропорция в принятии атомного оружия у той или иной страны, того иного государства? М, Ну как почему? Вопрос в том, что идет экономическое соревнование, идет соревнование за обладанием ресурсов, идет жизнь движется, и они хотят прокормить и сами обогатиться. То есть это война, которая экономическая, это тоже война, собственно говоря, соперничество, и в конечном итоге оно переходит вот такую фазу, вот эта война переходит в такую фазу, и то, что вот Россия и э, Америка, они враги, это было после Второй мировой войны, там это был такая холодная война тоже шла. Ну, Мгм. конечно, она развивается, и потом в ходе всех этих событий Советский Союз, который сам развалился, обвиняет развале кого она? Америку обвиняет. Почему Мгм. тогда Советский Союз, который выиграл Вторую мировую войну, как они говорят, так? Почему Советский Союз не смог прокормить свое население? Почему не смог хлеб им вовремя давать там или пищу другую? Практически чуть ли не голодный период наступил в Советском Союзе. После того, это уже в 80-х годах, как это так? Значит, тогда внутреннее состояние в Советском Союзе было такое, что все уже думали, что это не государство. Даже молодые люди, я тогда, когда был молодым, тоже и другие слышал, что это за государство, которое не может даже хлеб, чтобы был по талонам, километровой очереди, питание ничего в магазине нельзя купить. А эти страны, почему они могут обеспечить, даже у них излишек товара, оно в океан выбрасывали, чтобы цены не снижать. Почему это так? И обвинять в этом Америку или Запад не стоит. Все Мгм. было в том, что дело в том, в этой диктаторской стране, потому что они делали, они считались людей, люди у них были как расходный материал, они готовились только к войне. Эти все гулаги, которые они устраивали, где они пытались реки вспять повернуть, и вот эти фантазии, которые нереальные, а человеку никакой свободы не давали. А в этих странах, пусть она не полная свобода, скажем, да, но в той степени человек имел право и имеет до сих пор, имеет, это как сказать, смешно до сих пор, да, имеет право выступить, имеет право сказать свое мнение, и по политическим мотивам его не сажают в тюрьму, только по экономическим вопросам или по уголовным. А в этой стране по политическим вопросам практически сидят и сидели. Ну, в основном, я так говорю. И поэтому сейчас, вот это, соперничество, которое было тогда, оно было связано с тем, что как бы то они ни говорили это, мы развалили Советский Союз, теперь они хотят снова восстановить эту империю в лице Российской Федерации, России, обвиняя во всем Запад. И это является ошибкой, не то что ошибкой, это суть этой империи, это суть этой власти, которая находится сегодня в составе, то есть в России, в Кремле, которые сидят. Почему они все это делают? Потому что они позахватывали по развале Советского Союза, сами его развалили, уже не имея возможности его вообще содержать. Теперь они стрелки переводят на Запад, переводят на Америку. На самом деле они могли бы, обладая такими колоссальными, скажем, природными запасами, могли бы стать и самой передовой страной в мире. Практически могли. А они не стали. И сегодня они, вот, обвиняя Запад в этом, вот это противостояние между ними стоит. В то же время Америка и Трамп сейчас призывают, давайте, мол, работать вместе все добывать, разрабатывать и все такое. И поэтому мы видим, что
все больше и больше. Вместо того, чтобы защищать Украину, даже президент сегодня предлагает мирные такие шаги предпринять. А Кремль не хочет. Почему не хочет? Потому что если он остановит войну и предпринят эти шаги, то вряд ли ему удастся удержаться в кресле своем, и вряд ли тогда, собственно говоря, Трампу все равно, будет он там или нет, мне кажется так. В принципе, да, он не понимает, может быть, ситуацию самого Путина, который может, если он остановит войну и пойдет на мировую, что уже внутри самой России поднимется вот эта вся внутренняя гражданская война. Эти все, скажем, убийцы вернутся во все города и села, и начнется хаос. Этого они боятся. Вот поэтому вообще зачинщик всех этих войн является сейчас именно и Россия, Кремль. Они напали после развала Советского на нашу страну, 5 раз нападали, и потом в конечном итоге вот они сумели, удалось им из-за того, что ресурс был у нас уже ослаблены, удалось им оккупировать нашу страну. А тот же Клинтон, который сегодня, с понурой, головой стоит, про эпштейнский вопрос рассказывает, обманывает там, тогда говорил: вот давайте, мол, нате вам 10 миллиардов, нате 6 миллиардов, давайте решать чеченский вопрос малой крови. То есть давайте убивать их, говорил он фактически. Так что здесь вот такие вещи, которые тогда были, тоже причина, мне кажется, вот именно в этом основном, не в чем-то ином. Мгм. Понимаешь? А вот то, что Запад, ну, в первую очередь Соединенные Штаты, которые, если бы они бы немножко проявили бы интерес к нашему вопросу, то другие страны больше поддержали бы, даже очень такие. Ну, да, А, может быть. Да-да, говори, я, говори. я хотел сказать, что может ли это связано быть вот именно с той политикой, которую тогда вели Клинтон и вот эти эпштейновские разные товарищи, вот отношение к чеченскому вопросу, ведь мы пережили геноцид, над нами совершено такое преступление страшное, ни над одним Ну, народом даже за все войны не совершено. Может ли это быть связано с тем, что теперь они, пытаясь а, не брать теперь вину, не разделять, то есть сказать вместе с русскими вину, вот поэтому замалчивает наш вопрос откровенно. Ну, а другие, как Америка, поддерживают. но наш вопрос — это вопрос, который является чисто вопросом современного международного права. С Ну да. этой точки зрения, да. А с точки зрения их морального состояния, их политики, которую они скрывают, Чеченская республика, для их, они вообще внимания не обращали никакого. Так вот для словца какие-то там говорили: мы хотим там мир, так легко так пройдут, никакие там в нашу сторону никакие шаги не делали, никто нам не помогал. А я считаю, что если бы они тогда именно, понимая, что они напали на нашу страну не потому, что наша страна была такой вот дремучей, древней, и что мы были террористы, исламские фундаменталисты, чего не было на самом деле. Именно эту политику они сами нам навязали фактически через определенных религиозных деятелей в нашей стране. Они сами навязали, когда на исходе были все наши ресурсы, нам пришлось уйти в подполье или в зарубежье. И сейчас вот ситуация складывается таким образом, потому что если бы тогда они это поняли бы, что вот этот шаг против нас, скажем, против Чеченской Республики Ичкерия, тогда Чеченской Республики, что это было движение против вот сегодняшнего состояния, против всего международного права. Если бы к этому так отнесся Вашингтон и, скажем, Брюссель и другие страны мира, сегодня этого не было. Поэтому сегодня они видят, когда столько вот людей погибло у нас, в Грузии, потом в Украине, и в Украине идет эта война,
и сейчас она во что выливается, мы видим. Причина была в том, что если есть это международное право, то надо к ней относиться строго, и чтобы нарушение этого было осуждено всеми, кто приняли это международное право, которые обещали после создания этого международного права строго его соблюдать. Я понимаю, что это есть международное право, это есть такое, значит, соглашение, которое все обязались вот в такой ситуации жить и продолжать существовать. Но так давайте какие-то рычаги сделали. Вот поэтому против нас свободно, обвиняя вас во всем, этот Кремль против нас вот такую вот войну жестокую развязал, и каждого четвертого, то есть четверть населения нашего народа убил. Женщин, детей, стариков убил, просто убил. Теперь это он делает и в Украине. И сколько уже людей поубивал и там. И теперь это развивается дальше и дальше идет. Тогда надо было это понимать, и я так думаю. То есть, если хотите, принимается решение международного уровня, на этом уровне должно было быть все это, как бы, значит, застолблено для любой страны. А посмотрите, сегодня Россия сегодня является членом Совета Безопасности. Вот ответ на все. Понимаешь, вот как это с этим вопрос. Наверное, постепенно сейчас, когда образумили западные страны, даже и сами Соединенные Штаты Америки идет вот это вот движение, оно может быть как-то трансформироваться, изменить ситуацию в мире. От них многое зависит. То есть не просто так. Они и так очень богатые страны, но зачем это говорит о том, что они следуют международному праву? Хотя Трамп об этом почти ничего не говорит сейчас. Мы видим, что иногда проскальзывает он это, но ситуация вот в этом, я думаю. И мы твердо, наш народ стоял на этих позициях, четырежды изгонял эту российскую армию со своей территории. И сегодня то, что происходит на нашей территории, это все, что там навязывает и толкает наших людей под разными причинами, толкают на войну против Украины. Это насильственное действие, это насильственные шаги против нашего народа. Я уверен, ни один из наших людей, чеченцев и граждан нашей республики не хотят идти войной против, скажем, Украины. Ну, кроме тех, которые находятся в окружении самих. И то, те тоже, вероятнее всего, не хотят идти с этой войной. Им надо содержать себя и держать себя во власти, поэтому они организовывают это. Но люди, насколько у нас есть информация, практически никто не хочет. Все хотят уйти из-под этого, как говорится, давления. Но не получается. Вот такая ситуация, Слав. Мгм. Ну, существует 5, ну, их 2, можно сказать, страны, ну, 5 постоянных членов Совета Безопасности, которые находятся, ну, можно сказать, в определенной степени над международным правом стоят. И эти государства, так вот сложили вот эту, сформировали международную архитектуру, что, ну, очень несправедливо она сформирована. Очень несправедливо. Ну да, об этом как раз и речь, да, несправедливо. Эта несправедливость то там, то здесь, то где-нибудь всегда проявляется, это мы видим. В любой точке Земли, если вот такое происходит, значит, надо против этой страны принимать санкции со всех сторон. Если все стороны, не делясь на какие-то части, принимали санкции, допустим, сегодня против России, если бы все приняли санкции, то Россия бы ничего не смогла бы сделать фактически. А то здесь половина, значит, за Россию, другие против, и вот такие вот дела идут. То есть здесь надо вот такие вот делать шаги, и это право применять эти санкции и действует это, должно быть применено или изменено должно быть для международного, так сказать, решения этих вопросов. Потому что все, кто живет на этой стране, все страны, народы являются частью этого мирового сообщества. Да?
Здесь МИГ задает вопрос: а как думаете, Турция и Азербайджан вступят в коалицию? То есть против Ирана имеется в виду? Я не думаю, что они вступят, но это покажет время. В то же время, если Иран будет бить по этим странам, они вступят тогда только. А Мгм. так они будут, проводить свою политику. Они хотят, в принципе, там на Ближнем Востоке, если говорить за Турцию, то там должна быть какая-то стабильность. Если и эти страны тоже вступят, то это почти вот начало, скажем, чуть ли не начало мировой войны. Фактически ситуация находится такой. Смотрите, Россия, Белоруссия, Украина, но, скажем, и другие вот, страны, которые помогают, России, так? И Мгм. вот с этой стороны сейчас вот это против Ирана пошло. То есть как бы точка, цели там переместилась из Украины, как будто сегодня переместилась в сторону Ирана. Хотя Иран — это союзник России, этой группы. Да. Поэтому это как бы, значит, для того, чтобы была мировая война, это не обязательно, чтобы все страны воевали. Главные действующие лица и самые развитые экономические страны могут вступить. А здесь Мгм. мы видим, что к этому идет дело, направлено к этому. Такая ситуация сложная. Как-то несколько месяцев назад, иранский генерал сказал, что, Россия фактически их предала еще в ту вот эту войну полгода назад, которая была 14 или Да. 12-дневная. И в этот момент, он сказал, что Россия предала и что ей доверять больше нельзя. И у меня сегодня в стриме, вопрос, который я задал нашим зрителям. Сейчас проголосовало больше 150 человек. Война США-Израиль против Ирана. Кто победит? США-Израиль 36% ответили, Иран 33%, Россия 31% ответили. Как бы вы ответили на этот вопрос? И какая польза будет от этого России? Потому что Россия, скорее А, всего, будет выступать за то, чтобы эта война затягивалась. Разумеется, она не то что выступать будет, она продолжит сейчас свои атаки на Украину. Она вчера и до этого бомбила, снова убивала людей в Украине. То есть, как бы центр тяжести переместился туда, мировой, и, Трамп или как будто есть какое-то такое вот складывается мнение, что все, те, кто участники этой войны, допустим, Мгм. одна сторона, они хотят, чтобы Россия, значит, додавила Украину. Вот в чем, вот из этого получается. То есть открываются ворота для того, чтобы Россия уже могла бы открыто действовать, а у Украины, может быть, ресурсов не хватит. Но с другой стороны, здесь смотри, что Европа сейчас активно нацелилась на помощь Украине. И они готовы, мне кажется, с той силой, которая у них есть, а у них есть и потенциал, и оружие, и все, что необходимо, у Европы есть. Они объединяются. То есть и это включение, это говорит о том, что масштабная вот эта военная акция по всему миру может произойти. Понимаешь? Поэтому здесь, сейчас кто победит и все. В любом случае, я думаю, Россия не победит. В любом случае. Потому что Ну, нельзя польза-то одинаково. будет, если, например, отвлечется все внима война затянется, весь мир отвлечется, на внимание на Иран, Да, и да, останется один на один с Украиной. я те говорю, что Европа-то тоже мощная экономическая и военная составляющая, так? И Мгм. они, готовы. Мы видим, что и самое главное, что, украинская армия и народ, которые не хотят ни на какие уступки идти этому, преступнику. Вот в М. чём дело. Ну, будем надеяться. В принципе, Америка не прекращает помощь Украине, по крайней мере, пока мы этого не видим. Поэтому, будем надеяться, что все Да, будет. это так, но мне кажется, что она не прекращает, не то, что не прекращает,
она прекратила помощь, она продает теперь Ну, вооружение, это да? тоже помощь. Но это помощь своеобразная, так? Мгм. И это делается, насколько я понимаю, потому что идет давление изнутри Америки и по всему миру Мгм. идет это давление тоже. Тоже какие-то вот, впечатление такое, что все же Трамп здесь где-то вот, не досматривает или не может понять, что над ним здесь вот как бы со стороны, этот Путин над ним чуть ли не издевается, смеется и что хочет делает. Вот в чём вопрос. Мгм. Если эта война затянется, скорее всего, она может затянуться. Я полагаю, что США и Израиль и союзники быстро разобьют вот эту всю военную мощь и силу, и внутри могут начаться события, как, например, были в Сирии. Какой-нибудь там аятолла закроется у себя в Тегеране и будет отбиваться от своего народа. И в этом случае, вот самый главный вопрос для нас, что будет, как это может коснуться нашу страну, чем это грозит для Чеченской Республики Ичкерия и нашему народу, который будет засылаться, провоцироваться. Опять же, мы давно говорим об этом, может случиться вот эта исламистская накачка, вот чтобы против Азербайджана, армян, там где-нибудь теракты проводились или против Турции. Как вы считаете, это возможно? И что нам Ну, делать, чтобы этого не произошло? здесь, насколько нам известно, это очень большая страна, Иран, да, и оттуда могут пойти беженцы. И в основном они пойдут куда известно, на север, да, Мгм. Азербайджан, Грузию, на Северный Кавказ могут проникать, так? Да. И не случайно, может А быть, в Турцию не могут пойти? как ты сказал? В Турцию через Ну, в Азербайджан. Турции тоже все это, беженцы же есть беженцы, они будут лезть, они не мо ну, если, будет такое условие, беженцы, они движутся не по своей воле, а потому что такая необходимость, чтобы спастись. Мгм. И вообще ситуация может накалиться. А наш вопрос, о котором мы говорим, если Россия в этом случае будет продолжать, она не будет, Путин не хочет отказываться, то есть не может отказаться, не может. А если бы он мог отказаться, он, да, может быть, отказался бы, но отказ это равносилен его политическому и физическому устранению. Вот так я понимаю это дело. А для нас только лишь от поражения, скажем, сейчас России, этой власти, ее изменения. Мгм. Это изменение, конечно, не в том, чтобы вместо, скажем, Путина пришел другой Путин, а изменение ее структуры или ее внутренней политики. Вот это для нас важно. А если она потерпит поражение сейчас, власть Путина, то Мгм. тогда я надеюсь, что там произойдут изменения. И многие республики, которые в 91 году насильно были втянуты в состав, скажем, этой Российской Федерации, России, они могут стать независимыми государствами. В принципе. В принципе, это возможно. Но, насколько я понимаю, еще в те года, когда вот нам приходилось, когда мы в 91 году создавали свое государство, и мы Мгм. встречались с людьми, с многими, то многие люди тогда, вот, разных национальностей, да, вот разные республики, они практически не хотели этого делать, понимаешь? Они уже привыкли в этом состоянии. Я еще удивлялся. И я еще не знаю, сегодня какие там республики захотят выйти из состава этой России и стать самостоятельным государством. Может быть, какая-то коалиция или конфедерация республик там может быть. Но в любом случае империя должна быть уничтожена. Я имею в виду уничтожена ее суть. Вот что должно быть. Тогда для нас это будет возможность восстановить нашу республику и объединиться с Кавказскими республиками, Кавказский дом, который мы тогда планировали, ну или какие-то другие, может быть, формы названия сделать.
а не какие-то там прорусские или КГБшные вот эти названия, Конфедерация народов там Кавказа или другие вот эти все вещи, они неприемлемы, потому что это есть, по большому счету, это есть э, имперские организации, которые созданы именно Россией. Поэтому вот такая вот ситуация может сложиться. А как это разовьется, там много, очень много внутренних нитей, и ситуация может быть и иной. Но в целом для нас вот такая ситуация будет выгодна. Мгм. Вот я обычно делаю наблюдения и выводы, чаще всего по тому, как активен становится мой чат во время стримов, и начинают разные люди появляться там, с разными идеями, которые, скорее всего, там, может, у кого-то в голове, там, может, и независимых, а может, у спецслужб в голове лежат, и они пытаются ну, как бы пробовать, наверное, как-то через мой канал, смотря мое мнение, смотря мнение, Да. видимо, других. И появляются люди, которые сейчас там армянин один появился, мусульманин, который против Израиля, там, и за Россию, ну, короче говоря, такой весь это. Сейчас я к чему это говорю? Я об этом давно говорю, мы об этом давно говорим, что из сектора газа всех этих разных функционеров, вербовщиков, там разных их главных вывезли туда на Кавказ к нам, мы это уже знаем, и накручивается вот этот религиозный угар. Что нам сделать так, чтобы вот предотвратить сценарий, когда нашу молодежь под видом каких-то религиозных, исламистских, таких радикальных взглядов, идеологий нас могут использовать, чтобы не использовали. Мы уже как бы вроде бы немножко выздоровели от этого, но все равно пропаганда сейчас новой силой накручивается, и это вызывает у меня опасения. Как вы считаете, что сделать, Аят? Как Ну, объяснить? во-первых, надо это все разъяснять. Сейчас идет вот такая вот пропаганда. С одной стороны, про это промосковские агентуры, которые работают на Западе, да, Мгм. а с Мгм. другой стороны, вот религиозные вот эти как накачивания, из которого мы видим, что вот как будто бы вот это противоречие, что как будто нет того, что есть воля народа нашего. Поэтому вот я так вижу в этом вот эти 2 так называемые противоположности, которые служат одному пахану в Москве. Поэтому, исходя из этого, мы здесь на Западе работаем, объясняем нашей молодежи, говорим всем тем, кто слушает нас, передайте другим, что только та воля, только то решение, которое принято нашим народом, является а, правильным и с точки зрения нашего народа, и с точки зрения международного права. И только это будет считаться в конечном итоге то, что является законным и восприниматься простыми и нормальными людьми и нормальными странами. Мгм. А все диктаторские режимы, будь они религиозные или будь они промосковские или другие, эти все режимы, они тоже едины в своей цели держать народ под своей пятой. Мгм. Поэтому нельзя в этом смысле обманываться. И мы здесь вот рассказываем с тобой, говорим о всех этих вещах. Нельзя обманываться. У нас есть своя конституция, у нас есть воля нашего народа, референдум, который был проведен в рамках международного права. Мы боролись и бились с этой армией. У нас есть все структуры, которые созданы, и нас всегда втягивают в состояние, что мы якобы являемся частью России. Это воспринимать нельзя. Те, которые говорят: "Вот мы там пойдем создадим". Нам создавать ничего не надо. У нас есть свое государство, есть конституция, есть наша страна оккупирована. Нам нужно освободить нашу территорию, наше государство и восстановить нашу конституцию, наше правовое государство на нашей территории. И вот что необходимо нам. Нельзя путать
те, которые говорят создадим, и те, которые говорят, значит, восстановить и освободить наш мир, это совершенно противоположные понятия. Мы обязаны освободить нашу территорию и восстановить свою государственность, которая есть. Когда мы не говорим об этом, мы говорим, что у нас ее нет. Тогда в этом случае мы и говорим, что мы являемся частью России. Как вот некоторые наши деятели, которые здесь на Западе, самозванцы всегда вот выступают, говорят, мы там пойдем, там создадим, мы там развалим Россию. Мгм. Развалить Россию — это не наше дело, хотя мы не против этого. Наша задача — восстановить нашу, освободить нашу территорию, восстановить свою государственность. Это разные вещи. Мгм. Поэтому здесь нельзя обманываться. Все те, которые вот слушают разных деятелей, которые сейчас на площадке и ПАСЕ, и в других местах, и какие-то там, они создают организации, скажем, а, республик, которые находятся в состав России, они проводят, как она называется, и там они тоже ведут какие-то разговоры, совершенно далекие от той реальности, и которые несоизмеримы с той ситуацией, которая сегодня есть. Поэтому я считаю, вот так вот должно быть, Ислам. Мгм. Барка Баркалая Дересу Аят. А как, вы видите ситуацию вот с нашим вопросом? Вот здесь нам, Киртукас пишет, что Ичкерия будет независимой, восстановит свою независимость. А, НРР пишет. Ну вот, люди понимают, что восстановится и так далее, но при всем при этом мы видим, что в Западе некоторые здесь люди, пенсионеры и не пенсионеры, ам, имеют дело с симулякрами. Они не имеют дела с реальной. В Украине то же самое. Украинцы вроде Верховная Рада признала, а имеют дело они, ну, там показывают по их каналам симулякров. С чем это связано? Как с этим бороться? Это Как? связано с тем, что в Украине пока еще находятся те силы, которые все же находятся под влиянием тех промосковских, скажем, ам, сил, которые находились еще в Советском Союзе, вот с этого дела. Мгм. Поэтому там как бы демократия в этом смысле, как демократия, даем свободу тем, даем этим, третьим. И то, что ты говоришь, я понимаю, что они самозванцев, которые называют себя властью Чеченской Республики Ичкерии, им дают слово, их где-то, значит, показывают, спрашивают и на них надеются. Но вопрос в том, что у них нет никакой основы, и люди наши, которые там находятся и борются вместе с украинцами, в этом вопросе тоже не очень-то понимают, что их обманут по самом-то деле. В итоге дело в том, что все мы должны находиться на плоскости соблюдения строго нашей Конституции, а в то же время, вот, который впереди не ходит человек или люди, которые вот эту политическую ведут борьбу, якобы, они ведут эту борьбу в пользу Кремля. Они это такие же, значит, противники нашего государства, как те противники, которые являются изнутри у Украины, твои такие же. Мгм. Поэтому в этом надо разбираться. Но дело в том, что Украина считает, я так понимаю, считает, что пока что этим вопросом заниматься нам не досуг, у нас своя проблема. Но все равно без этого все равно не обойтись, и мы с ними Конечно. общаемся, стараемся им объяснять. И помощь. Информация у них есть. Вот признание нашего государства, которым занимались мы, я и мои товарищи из нашей легитимной власти в зарубежье, это подчеркивает, доказывает о том, что в Украине это все прекрасно понимают. То есть вот такая ситуация, Слава. Мгм. Асламбек Тутаев задает вопрос. Компания ЮКОС и Ходорковский участвовали в финансировании, я чуть-чуть поправлю, геноцида чеченской нации. Можно ли на них подать в суд? Такой вопрос. Ну, на них в суд нужно подать, но для этого нужно условия для того, чтобы подать на их суд. Нужны
это время будущего, это время будущего. Сейчас как можно на суд подать на любого человека, можно подать. Мы их в этом смысле, тех, которые участвовали в этом геноциде нашего народа, они все должны быть по итогам потом осуждены и должны быть вынесены какие-то приговоры в будущем. Но сейчас мы, когда у себя находились на родине, мы тогда создавали свой трибунал, в котором мы хотели, значит, провести, значит, решение обвинений этих преступников, чтобы это было видно для всего мира. Но нам не удалось, потому что Россия атаковала, Россия вторглась на нашу территорию. Почти 500-тысячная армия российская была на нашей территории. Наверное, который это подал вопрос, он знает это, что в тех условиях мы не могли это провести. Это было еще при жизни первого президента Жохара Дудаева. Как раз он инициировал это, мы собирались это сделать, потому что уже было готово почти все, даже эти стулья для высоких спинками стулья, все было готово. Но так получилось, что нам не хватило, как говорится, времени. Мы вышли в бой и боролись все это время. Вот такая была ситуация. Мгм. Ну, я хотел бы сказать, Асланбек, если у тебя есть, например, доказательная база какая-то, да, уже Сабу Да, да, это подадим мы здесь, в Германии, можем попробовать, можем куда-нибудь подать. Если что, я готов. Да. да, если материал у него есть, он мог бы переслать, и он был бы, и было бы хорошо. И не только для этого, и для будущего материал, если есть, пусть перешлет. Это будет большая помощь для нашей борьбы. Да, это Да, очень важно. Ну, очень важно. да. Так, еще один режим Ирана падет, должен пасть и режим Кремля. На днях Дмитрий Медведев говорил с опасением, что надо воевать, а то может ситуация дойти до того, что нас повесят. Ну, правду сказал Медведев, да, как вы думаете? Да, он там выступал и говорил именно о том, что необходимо обязательно, значит, войну заканчивать нельзя. Да, правильно. Повесить или расстрелять, и в участи Саддама Хусейна и других может нас, как говорится, прийти, вот этой участи мы можем оказаться. Он Мгм. говорил, я слышал тоже это. Они уже напуганы, в этом смысле они напуганы, и они ищут все выходы для того, чтобы не остановить войну. Мгм. Вот в чем дело. Поэтому это правильно он говорит, да. Так, здесь Иса Ахмадов задает вопрос. Иса, это полный? У тебя, я вижу, просто кавычки не закрылись, поэтому я жду от тебя полного вопроса, чтобы был. Я где, полный или нет? Я вот тогда зачитаю. Так, смотрите, пока мне Ася пишет, быстренько, такой блиц-вопрос. Вы думаете, что если Россия развалится, то вам разрешат создать независимую республику, та же Европа, Америка, не позволят вам жить спокойно? Вроде взрослые люди прожили по векам и ничему не научились. Но такому, как ты, нас учить не надо. Мы не думаем, не будем создавать. Мы освободим наши территории, у нас есть все, значит, основания, у нас свое государство, она только временно оккупирована. Да. Поэтому нас учить не надо такому, как ты. Видимо, у вас нету никакого понятия, о чем вы говорите. Если страна, где оккупирована, как балтийские государства, их признали, они восстановили свою легитимную базу и продолжили на той же основе действовать. И мы также собираемся действовать. Мы приняли свою конституцию в 1992 году, до этого был референдум, потом развалился Советский Союз, и мы создали свое государство со всеми атрибутами, как суверенное, независимое, демократическое правовое государство, если вы это не знаете. Поэтому эти разговоры, которые вот учить яйцо курицу не учат. Так что не надо эти разговоры нам вести. Мы знаем это что. Всё. Ясно. Ну вот, тогда вопрос от Исы Да. Ахмадова зачитаю.
Он цитирует Мусу Темишева некого. Идигов не просто пассивничал, а терроризировал, ворвался в парламент во главе озверевшей толпы в 1993 году и с угрозами потребовал немедленного объявления шариатского правления. А это было или нет, Леон, такое? В 93 году ситуация была такая, чтобы если вернуться в те времена, в 93 году руководство парламента, который руководил Ахмадов, его заместитель Межидов, и потом еще глава комитета иностранных дел Сосламбеков, они были вначале в Москве и где-то что-то там встречались с кем-то, вернулись назад. И где-то 16 января 1993 года они пригласили российскую делегацию во главе вице-премьер Шахраем, потом из Верховного Совета Абдулатипов, еще 2 депутата, кажется, да, и тайно от своего всего парламента, тогда я был заместитель председателя парламента, потому что в парламенте был председатель парламента, первый заместитель и заместитель. И тайно, даже тайно от меня, эти люди в кабинете у председателя парламента подписали протокол о разграничении полномочий между властью России и Чеченской Республикой. Тогда это вот такое название, оно очень такое запутанное, с одной стороны. Фактически это означало, что они подписали протокол о вхождении в состав России Чеченской Республики, которая создана была нашим народом в рамках международного права в 91 году, как я сказал. А эти люди, вот эти втроем и другие подписали вот такой протокол. И когда вот это все случилось, то в республике вообще пошли такие движения, противоречия во всех отношениях. Мэр Грозного там, значит, начинал свои игры вести и другое. И дело пришло к тому, что 17 апреля президент Жагар Дудаев вышел на площадь и объявил, что он приостанавливает деятельность парламента. И вот после того, как он это объявил, парламент собрался. В тот день или на следующий, я точно сейчас не припомню, но, кажется, на следующий день собрался и отменил указ президента, который говорил о приостановлении деятельности парламента. Но до этого времени, пока он это отменил, и в парламенте пошли и другие дебаты. Вот эти люди, которые подписали протокол о вхождении в состав России, они подняли вопрос в парламенте о том, чтобы отстранить теперь президента. И в этой ситуации поднялись депутаты нашего парламента, начали говорить, парламент указом президента был приостановлен деятельность парламента, а теперь парламент, значит, отстраняет президента. Мы оказываемся без управления всего. На весь мир это выглядит смешно, это нельзя делать. Вот в этой ситуации я тоже выступил против этого, так. И потом у парламента был митинг. Тогда люди-то понимали, это у самого входа в парламент был митинг. И я там выступил и сказал о той ситуации, которая там складывалась. И да, тогда некоторые из них, что они рынулись в зал заседания парламента. Да, и я тоже был в парламенте, и я вошел туда, и на трибуне я изложил всю эту ситуацию еще про них и потребовал, чтобы руководство всего парламента отстранили от своей деятельности. В том числе и меня, который, хотя я не участвовал, но в том числе и я готов был для того, чтобы стабилизация была. Вот об этом шла речь. Никакой там разговор о введении шариатского правления, этого не было. Это навет, это клевета. Если это пишет кто-то, то он должен выложить доказательства, пусть покажет, когда это было, как было, и покажет, скажем,
документы. Фактически это не было, это весь народ видел, так что это ложь. Вот что я отвечу. Мгм. Баркал, Аят. ДРС-Хуль, мы больше уже часа в эфире, Аят. Я бы наш сегодняшний стрим закончил бы вот комментарием Зубейра, который подтверждает ваши слова. Бессовестно обвиняют Эдигова. Мне точно известно, Эдигов всегда стоял на страже нашей Конституции и государственности. Аят, я полностью это подтверждаю, то, что говорит Зубейр. Я от вас слышал только Конституцию, что мы выбор народа, вы всегда были, так сказать, законником в этом смысле. Поэтому все, что говорят, это навет. Скорее всего, Аят, навет из-за того, что, как известно, Темишев, например, двоюродный брат Удугова, а я и Удугова, и Закаева называю исламистами, разоблачаю их, так как они таковыми являются. И, наверное, они думают, что это исходит от вас, то, что я делаю. Я еще раз говорю, вот при Аяде говорю, при всех говорю, я независимый человек и высказываю свою точку зрения, свою позицию, и никто мне не говорит, если, конечно, из-за этого это происходит, я говорю. И заканчивая, и наш сегодняшний опрос, который почти 300 человек, 277 проголосовало, США выиграют 36%, Иран 33% и Россия, что выиграет 30%. На этом наш сегодняшний опрос также заканчивается. Аят и Хайал Далаца добавь и закончим от наш сегодняшний стрим. Нет, я благодарю тех, кто меня поддержит в этом вопросе. И благодарю тех, кто нас слушает. И спасибо. На этом закончим. Баркалая, дерейс хуйлон, хуна ана вашана, дай бертки. Всего самого хорошего, друзья. Адикюэль, Маш Оэль, до свидания. Все будет Ичкерия. Аль-Мула. Адикюэль. Александр.